Баймакский район, город Баймак. Впервые этот населенный пункт упоминается в документах Центрального государственного исторического архива за 1884 год. По тем данным, в городе было всего 17 домов, в которых жили 100 человек. Современный Баймак – немалое городское поселение с богатой историей и развитой инфраструктурой. Есть здесь и проблемные объекты, например, стадион «Труд». В рамках рабочей поездки по Баймакскому району глава региона Ради Хабиров на этом стадионе. Так, что делаем? Я уже сюда второй раз приезжаю. Нет, третий раз. Можно доложить? Ага, давайте. Ради Халич, в соответствии с вашим поручением, в 2019 году было обследование проведено. Сейчас прослали экспертизу, все, но суммы известно, 10 миллионов 300. В настоящее время определены виды работ. Виды работ, значит, включает в себя кровлю, замена кровли металлическая. Она текла, да, вот это все? Да, вот это. Она некачественно была сделана? Она сделана. 4-5 лет у нее срок годности всего. Ну и сама по себе от воздействия ультрафиолета она портится. Сейчас она металлическая. Ремонт, получается, гидроизоляционного слоя вокруг, получается, внутри. Внутри все гипсокартон демонтируется, полностью убирается. Потом, значит, это все заново просушивается, запускается газ, отопление, вода, все, объект. Вводим, получается. А вот трибуны все закрывают? Вот там мы как раз были наверху, по-моему, не хватает немножко, нет? Трибуны, да, ремонт трибун, покраска, я просто это не сказал, да, вот я быстро... Не, я имею в виду... Не, Алексей Васильевич, кровля имеется в виду? Да, кровля она спускается, да, немного ниже будет она, ну, профиль такой же останется. Ага, так. Напуск профиля, заложен профиль 57-й, напуск будет сделан, и вот этот недостаток, то, что попадает часть на первую часть трибуны, это будет устранено. А в данный момент сейчас демонтаж начали кровли? Да, по контракту когда вы должны все сдать? Ну, думаю, на первомайские праздники мы уже выйдем на покраску. Уже? Да. Ну да, внешний фасад, наверное, покрасить. Трибуны покрасить. Мы сейчас приступили с автономкой полностью, со своей электростанцией, с техникой. Идет, значит, снятие сотового поликарбоната и зачистка крепежного профиля от предыдущих крепежных материалов. Так неудачно сделали. Я все равно наведу порядок и разберусь, чья вина здесь. Это я занимаюсь сам. Но надо здесь завершить. И здесь территорию не запустите, да? Тут вот получается футбольная, беговая, да? Да. Беговая уже, видите, начала портиться, это все. Да, Ради Халич, качество было желать оставить. Опять качество, да? Было такое. Здесь толком мы соревнования проводили, вот во что превратилось. Ну а что с этим что будете делать? Что это, когда мы это закончим, муниципальный бюджет, мы сможем сюда уже вкладывать свои средства. Тогда мы начнем обязательно А вкладывать. сейчас не можете? Бесхоз уже на сегодняшний день оформлено, мы ждем решения суда. Да. И по решению суда уже администрация городского поселения будет уже оформлять его на себя. Нет, все-таки давайте вы там мое поручение оформите, чтобы и муниципалитет подключился, чтобы вот мы летом приедем, когда вы уже полный комплекс мне сдавайте, ладно? А то там сделайте, а вот этот ужас. Скрывайте все тогда, получается. И это все тоже. Я же говорю, я буду разбираться, кто это все довел до такого состояния и как построил. Это безобразие вообще. Вот, я вот этот стадион уже здесь третий раз, и злости не хватает. Объем-то маленький, что тут объем? Я тоже не понимаю, что здесь. Ну все, то есть у вас все понятно? Да. Все сделать. Вот, да. Неужели достроим этот стадион? Вернее, не достроим, а доремонтируем его. Да, сделаем. Злости не хватает, но сделаем. И накажем тех, кто вот это сделал. Некачественно. Да. Программа «Башкирские дворики» идет полным ходом и в Баймакском районе. Осень – время сдачи готовых благоустроенных территорий. Глава региона Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по республике во дворе дома по улице Алибаева в Баймаке. Глава города Исимбаев Ратмир Петрович. Здравствуйте. Хайбат яхшы. Барамышты. Халық қуана, әйе. Шлайма. Мотор келіп шықты. Ради Халич, скромный егет ол, чересчур. Ну, я Ашай. Ашай. Он да. А ремонт подъезда сделали?
Салям. Ремонт подъезда банда югали. Юхма. Ага. Ну тоже, блин. Келесекке индирелер. Биылғы жылда ремонт подъездов әлегілі 20 подъезд, ну, более убитый бар, без шула стараемся внимание уделять в основном. Здесь что в результате, что сделали? Асфальт новый, так? Асфальт. Сколько лет асфальта тут не было, наверное? Ой, здесь Да. заменили сети. А сети Ради еще? Фарид, Заменили здесь сети. сети заменили. Опять в рамках вот этого концепционного соглашения здесь теплотрасса, водопровод, под ним все полностью поменяли. Так, отлично. За муниципальные средства сети Так. заменили. Так. Потом асфальт, автопарковка, 2 автопарковки больших, вот игровая площадка, 4 сантиметра слоя резиновое покрытие и контейнерная площадка из 9. О, здрасте, Антон. Здравствуйте. 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 Ради Фарид, это четвертая школе, которую показывал, зверушек, это она здесь живет. Да, вы здесь живете, да? Она здесь живет, да. Ну, получше же стало, я говорю. Вообще отлично, здорово. Мы, Елена. да, я вот в 53-м доме живу. Все замечательно. Нам даже знаки поставили, дороги расширили, так что все хорошо. Двор вообще преобразился. Мы немножко первый год плюхали, сейчас научились делать. Научились делать, да. Научились Поэтому делать, огромное да. вам спасибо вам за поддержку и за вашу программу. И знаете, радует то, что вот администрация, застройщик, все идут навстречу. Вот сегодня, уже прошлый раз приезд, мы приняли еще вам Ледовый дворец построим. Где-то, да, так что... Фигуриста будет в Москве. И центр Баймака. Вы вообще знаете, что Баймак у вас конкурс федеральный выиграл? Ну, нет, Нет, теперь уже знаем. Да, вот Баймак выиграл федеральный конкурс, и по федеральному конкурсу придут сколько? 87 миллионов, да. 87 миллионов. Это вот вы заслужили. И центр сделаем так, чтобы красиво было, современно. Баймак хороший город. Подъезды у вас в каком состоянии? У нас подъезд, у нас дом сравнительно новый. То есть ему 6 подъезды лет, нормально, да? У нас да? все Ага, хорошо ага. в доме. Нас все устраивает, не было площадки. Как я говорила, на этом месте у нас было болото. Каждую весну... Серьезно? Да. Каждую весну я с ребятишками здесь ручейки пускали. Сейчас, конечно, то, что было и то, что есть, небо и земля. Очень здорово. Нам все нравится. Ну, мы всё вот потихонечку, задача какая? К 2024 году у нас план такие были, к 2024 году все дворы сделать, все. Но сейчас вот коронавирус, он же и деньги отнимает у нас немножко. Согласна. Но вот я предлагаю тот двор, наверное, тоже сделать надо. Да, вот Ради Фаридович, у нас, знаете как, у нас вот хочу обратить ваше внимание вот на соседнюю площадку. Здесь, конечно, загораживает у нас. У нас благодаря вам и вашей программе появилась такая же площадка вот напротив 31-го дома. А вот здесь вот между вот этой площадкой и той площадкой у нас есть тоже детская площадка, но мы бы хотели, чтобы там появилась спортивная площадка. Да. Все равно эти дети, вы же не гоните, наверное, их сюда. Они сюда приходят, а ваши будут... И там было бы хорошо, чтобы там и молодежь занималась, и взрослые. Да, сейчас я пойду. Будьте здоровы. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Пойдем посмотрим сюда. Да, конечно. Ну вот и поблагодарили жителей, Ради Фаридович, тоже приятно. Я же говорю, я у себя в кабинете сижу, жду, когда мне спасибо скажете, а мне только по голове летит. Нет, Но благодарю. летит из-за чего? Из-за того, что вот здесь добросовестно отработали, говорят спасибо. А в Уфе, там, в одном дворе безобразно отработали. Ну, жители. Губайдуллина имеете в виду? Губайдуллина. Я, кстати, Губайдуллина сам буду принимать. Ради Фаридович, вот просьба населения, вот они было, как говорится, предложено. Да, Вот сейчас это- я хочу посмотреть, как это сделал. Это Вот вы вот так вот делаете, да, все? Везде, просто Вот несколько молодцы. Вот Исходя сколько квартир, сколько домов, есть 5-секционные, есть 9-секционные. Вот мы его принимаем, как раз она в рамках благоустройства, а вот эти контейнерные площадки были заложены сюда. В аренду взяли в УК-Сити, тоже услышали нас. вот здесь вот надо действительно спортивную сделать обязательно. Вот та детская площадка, тот квартал мы в прошлом году сделали. Вот это сделали, сейчас синхронизируем и будет четко. Да. Там детская площадка, здесь А вот здесь детская спортивную делаете. площадка. Здесь спортивная и как бы зону отдыха будем делать. Туда же ледовую коробку можно им поставить. Ледовую, футбольную, ну, чтобы это... Ради Фаридович, построим ледовый каток, как говорится, это. Сюда жители просят волейбольную, баскетбольную площадку и воркаут. Ну, в общем, вы с людьми посоветуетесь и сделаете. Ладно, все понятно. Ну, вот это хороший получился, да? А вот я говорю, молодцы, вот это вот так должно быть. Вот так должно.
Вот так должно быть. Единственная машина подъезжает, вот удобно, да, бордюр? Да, Андрей Геннадьевич подъезжает, она выкатывается и загружается. Да. Ну, молодцы, отлично получилось. Действует мусорная реформа, Андрей Геннадьевич? Да. Мусорная реформа двигается, но, в общем-то, еще пока до завершения есть над чем заниматься. Но вот Баймак порадовал, вот такие должны быть все площадки контейнерные. Спасибо. В Башкортостане продолжает обновлять автопарк службы скорой медицинской помощи. Теперь бездорожье для фельдшеров и врачей не такая уж и помеха. Новые машины оснащены всем необходимым. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Баймакскому району вручает ключи от автомобиля скорой медицинской помощи представителям больниц Зауралья. Олег Изатовна Жукарнаева, главный врач Баймакской центральной городской больницы. В этом году для 3 районов Зауралья и города Сибай были приобретены 6 автомашин скорой медицинской помощи за счет республиканского бюджета. Через несколько минут состоится вручение ключей от 6 автомашин скорой медицинской помощи больницам Баймакского, Зилаирского, Хайбулинского районов и города Сибай. Слово имеет глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Мы сегодня действительно в рабочей поездке по Баймаку. У нас большая делегация, премьер-министра правительства и заместителя премьера. Мы хотим действительно Баймаку помочь, но сегодня такой повод у нас еще и сказать спасибо нашим дорогим врачам и врачам скорой помощи. Мы действительно приобрели эти автомобили. Мы уже планируем на следующий год улучшать парк автомобильный. И Минздрав России нам очень активно помогает. Поэтому примите от нас эти автомобили, ключи, хорошо на них ездите. Но самое главное, я сегодня всем говорю, и все у нас держится на наших врачах. Пока система здравоохранения республики выдерживает тяжелейшие удары коронавируса, то, тем не менее, мы все-таки лечим людей, спасаем людей. И прежде всего, конечно, я вас хотел благодарить. И берегите себя. Спасибо вам большое. Спасибо, Ради Фаритович. Слово предоставляется главе администрации муниципального района Баймакский район Аминю Фанису Габдрашитовичу. Ради Фаридович, уважаемый Андрей Геннадьевич, уважаемые гости, уважаемые представители соседнего района, от имени администрации, от себя лично, от имени большой армии наших врачей, фельдшеров, водительского состава, скорой помощи, уважаемый Ради Фаридович, выражаем вам огромную благодарность за столь высокий, весомый вклад в здравоохранение в столь нелегкое время. Вы внимательны, вы активны, и сегодня такая помощь будет служить во благо здоровья нашего башкирского Зауралья. Спасибо, Гур Рахмет. Спасибо, Фанис Габдрашитович. Дорогие друзья, настал самый волнительный и торжественный момент. Для вручения ключей от автомашин приглашаем главу Республики Башкортостан Ради Фаритовича Хабирова и главу администрации муниципального района Баймакский район Фаниса Габдрашитовича Аминева. Акерская СРБ. Акерская СРБ. Все. Зилаир хорошо едет. Котлайвер. Зилаирский. Город Сибай. Баймакская центральная городская больница. Хамгар. Моторчик привет. Моторчик привет. Я хотел посмотреть. Показать вам прекрасное оснащение машины, проходимая, полноприводная, класса Б. Тут имеется, значит, самое основное, это дефибриллятор, который имеет голосовые подсказки. Также имеется, значит, у нас портативный кислород, который может занести в любое помещение и в течение часа-двух до доставки подачи кислорода. Также имеется большой кислородный баллон, 5-6 часов спокойно до Уфы. Аппаратом ИВЛ мы можем транспортировать. Насос инфузоматный для беременных, для детей, капельное дозирование введения, сумка очень другого пошива, полностью укомплектованная, намного удобнее, чем были те пластмассовые.
И любые вот наборы для рождения 2 новорожденных, оказания неотложной помощи, педиатрический набор, то есть полностью оснащена. Также имеется экспресс-анализатор крови, пульсоксиметр, который сегодня очень важен в ковид-госпитале. Для новорожденных детей можем измерить сатурацию, для взрослых можем измерить сатурацию. В общем, все, что необходимо для сегодняшней скорой медицинской качественной помощи в данной машине имеется. У вас вообще сколько скорых машин у вас? Так, у нас на 8 бригад сегодня, значит, с этими машинами это будет 16 машин. А в каком состоянии остальные? 3 машины, значит, износ 10-15%. Одна машина 90%, вот 2 будут 100%, остальные 100% износ. То есть необходимость скорых замены автотранспорта мы имеем. Да. А какие машины тоже? Класс Б, да, и, Радий Фаридович, вот, как сказать, мы бы хотели, не раз выходили с предложением класса машины, класса С для перевозки беременных, для маршрутизации УФУ. Это все-таки для проходимости в труднодоступных, более жесткая, нам нужна вот класса С именно для качественной, удобной транспортировки беременных. Помните, там Забелину поручение представить предложение по дальнейшей замене автопарка в Баймаке. Вы далекий район, это обязательно что-то. Обязательно. В следующем году у нас планы есть по линии федеральной. Пойдемте, покажите, где мы будем поликлинику строить. Главврачи хотели буквально поздравить. Коронавирусный сектотация. Держимся, стараемся. Да, спасибо, конечно, медицинским работникам, врачам, ну и сотрудничество администрации и вот здравоохранения. Лекарства есть? Есть, да. Дополнительно басформационным ямраком Ну, в этих ваших вот районах, насколько я знаю, там сильно нету. У вас сколько коронавирусных здесь? На 45 коек сегодня лежат, значит, 37 больных. 37, да? Да, ну в день вот обращаются в красную зону 25-30, 10 госпитализируем, 7-8 выписываем. На амбулаторку, да? В амбулаторную помощь обращается сейчас меньше. Было до 50, сейчас 25-30 ежедневно. В Сибае, получается, в госпитале на сегодняшний день у нас там 120 коечный фонд, находится 83 пациента. Места есть? Запас есть? Да, места очень хорошо, запас есть. Даже идет немножко тенденция такая, на платы вышли, уменьшается. Потому что у нас, если было где-то 2 недели назад 105, 110 было заполнено коек, на сегодняшний день выписка хорошая и поступающих чуть меньше, чем это было в прошлой неделе. Но лекарства точно, СИЗы лекарства есть, да? Да, То есть, потому что вот мы с Андреем Геннадьевичем все ваши первые заявки сразу удовлетворяем. Потому что вот это главное. Это не везде так, чтобы вы понимали. В многих субъектах уже сложности начинаются. Мы видим новости. Да. Там в Сибае у нас по роддому там ПСД готово, да, у нас все? В этом году то, что было запланировано, Радий Фаридович, мы полностью все сделали. Сейчас те проектно-сметные документации из экспертизы тоже вышли. В принципе, сейчас только вопрос стоит о том, что вот, финансы, и тогда мы готовы на следующий год продолжить работу. В этом году работу очень хорошо провели, там действительно так стало и теплее, и комфортнее. Окна, там нету практически обращений в роддоме, вот, о том, что это большой плюс. Спасибо большое. Компьютерный томограф мы тоже запустили. Здесь же мы, соответственно, компьютер, томограф сейчас посмотрим, где вы, да? Томограф, да, дойдем посмотрим. Флюорограф вы запустили уже, так? Флюорограф у нас запустили, маммограф запустили, установку запустили. И вам мы эндоскоп, по-моему, должны дать, да, Сибай? У нас в этом году в планах сейчас запуск ангиографа. Ангиографа, да? У нас запуск. Пока мы планируем, что до декабря у нас полностью закончится. Успеете. Подготовим помещение и будем уже заводить само оборудование полностью. Ладно. Дурахматлига. Давайте. Держитесь, вы за аурамагат. Пойдем посмотрим, где площадку, да, которая стоит. Вот наш госпиталь. А вот он, да? На 30 коек был изначально развернут, дополнительно дали 15 коек, что находится, значит, в левом крыле вот этого здания. И спасибо за выделенные средства, которые кислород мы провели. Но с учетом того, что койки увеличились, конечно, мы сейчас добавляем дополнительные точки кислорода. Все, там красная зона уже, да? Красная зона туда заходить, да. Также у нас имеется зеленая зона приемного покоя, где вот мы были на крыльце. Красный приемный покой организован вот в правом крыле. Тоже навигация имеется. Вот туда обращается
порядка 25-30, сейчас чуть меньше, 15-20 человек в сутки. Вот по Баймаку как вы считаете? Вот вы вышли на плато на ровно или еще рост идет? Вот если считать с неделькой-две назад, вроде как плата. Но с учетом того, что это каникулы. Все-таки мы думаем, каникулы разорвали общение, уменьшение есть. Но выйдя вот на учебу, будем говорить о плате уже о других моментах. Поэтому, учитывая, что ковид-госпиталь у нас находится вот справа, этот аппарат 80-срезный, за который тоже большое спасибо, ну почти, не почти, а последнее требование, так это сделали специально для них, значит, вывод. Оттуда дорожку с помощью городской силы провели, чтобы непосредственно не было пересечения общения с амбулаторной помощью, со здоровыми людьми. Вот поэтому максимально, чтобы изолировать пересечение, оформили это, значит, да. Проектно-сметная документация все соответствует. Здравствуйте. Здравствуйте. Врач Жанна Робертовна. читает, который снимки у нас КТ. Жанна Робертовна, расскажите. Как аппарат? Нормально? Нормально, да, 80-срезовый, новые, как бы совершенствованные программы все именно для диагностики поражений легких. Самое надеемся, что ускорит и по качеству. Конечно, конечно. Спасибо, это очень важно. Ну, у вас опыт есть, все, вы на этом аппарате сможете работать, да? Конечно, да, они же одной и той же фирмы. Ну, отлично. Два КТ для Баймакского района. Спасибо большое. Это нам очень разгрузит и улучшит работу. Ну, сейчас флюорограф работает же у вас. Флюорограф тоже хороший мы вам поставили. Да, флюорограф хороший. Рентген-аппарат тоже двухместный. То есть справляемся и, конечно, качество улучшилось. Там порядок, все на дороге нормально будет сделать. Строительные вопросы я на муниципалитет взял. Ну, наверное, уже в следующем, да? Сегодня. Детское педиатрическое отделение Баймакской центральной городской больницы в Баймакском районе Башкортостана не отвечает современным требованиям. Нужно строить новое. Глава региона Ради Хабиров на площадке будущей детской поликлиники. По оборудованию все согласовано, все утверждено. 12 ноября выходит с экспертизы, уже полностью готовая проектно-сметная документация. Деньги сегодня около 15 500 миллионов выделяются. Вчера мы созванивались. То есть вот на вот этом участке будет лицевая часть дороги развернута, значит, и тут же в боковой части там будет подъезд скорой медицинской помощи. Скорая медицинская помощь будет с торца. Да, вот синхронизация с этим больничным комплексом. Здесь у нас Сейчас мы получили экспертизу, сейчас на достоверности. А давайте за год надо построить. Да, за год. Там, пометить, вот в эксплуатацию там 30 декабря. За год построим, немножко фасада еще чуть покрасивее сделаем вот здесь. Вот, доработаем сейчас. Фасад с учетом, да, все-таки детского, вот новая модель медорганизация, белый, салатовый и оранжевый. Поэтому вот с условием этого вот эти тона придержаны именно по детству. Понаряднее сделаем. Ладно. Я бы что еще попросил? Все-таки там посмотрите, Максим Васильевич, поручение. Давайте-ка вот за лето, чтобы сделали до 1 ноября косметические ремонты и, значит, нормальные дороги внутри. То есть, чтобы городок был, знаете, не вот вон у вас машины там стоят, вот около вашего ковидного госпиталя. Навести полный порядок, чтобы это был современный там госпитальный городок. Понятно? Понятно. А так за год построим. Ладно, держите тогда. Там берегите себя, давайте. Врачи-то есть, нет? Врачи есть, но сегодня у нас вот заведующий ковид-госпиталем сама болеет. Сама болеет, да? Довольно-таки тяжело. Спасибо за Актемру, Минздрав выделил, получили улучшение колоссальное. А так, врачи есть, все понимают, совместными силами боремся. И держите. Я думаю, что мы где-то, наверное, самые такие критичные недели, вот эти 2-3 недели, потом все угомонится. Коечный фонд, ну, если что не хватит, мы перегруппируемся, но у вас еще достаточно коечного фонда. Спасибо. Будьте здоровы, спасибо. Рахмат Хабулов. Радфрич, КТ в Баймаке, теперь вот поликлиника на 300 2 КТ в Баймаке, поликлинику построим за год.
Решаем проблемы основные с точки зрения медицины в Баймаке, в Баймакском районе. Да. Вот в одной школе еще детскую стоматологию сделаем. Ну вот и наведем порядок такой общий, такой фоновый в городке. Вот, врачей не хватает. Вот это самая большая проблема. Мы все это сделаем. Вот, надо думать о врачах, привлекать. Но пока не удар по ковиду держит. Дай бог, чтобы так и было. Спасибо.